Короче, решили поехать посмотреть на башню Бурана. Сейчас едем в какое-то село Тохпок, потом дальше Бурану. Посмотрим и поедем на каньон Конорчак. Вот какой-то местный типа такси, что-то такое, сидим. 60 сом на одного. Минут 40 езды будет. Вот мы доехали до городка Токмок. На улице всего 38 градусов. Вот памятник Манапи. Вот она, жизнь автостопщика. Короче, всеми подручными средствами. Мы приехали в Бурану. Вот девочка Ханикей. Она нам рассказала, что это 11-12 век башни. Они вот с папой подвезли нас сюда. И сейчас посмотрим, что из себя представляет. Это бывшая сторожевая башня. От нас, наверное, да, защищали Караханиты? Короче, было даже не по пути. Он там где-то за 5 километров до этого его деревни. И он нас сюда привез, прикиньте. А сколько они открыты, классные вообще. И он, кажется, за нас сейчас платит. Представьте. Вот эта башня Бурана сзади нас. Прям сторожевая башня древних караханидов, где-то 12 век. Да, ты давай снимай. Снимаю. Да, у меня тоже светит. Мы, короче, поднимаемся на башню Бурана. И здесь для одного человека только проход очень узкий и очень крутой. Очень крутой. Офигеть. Вот там темень. Вот окошко. Капец. Жестко. Пришли на поляну, и много каменных изваяний. Остались еще от тюрков 12-11 века. Я тут нашел ежевику. Первый раз вижу, как она растет. Очень сладкая прям. Нереально. Все, мы в машине. Нас подобрал вот Нурсултан, брат. Нурсултан, Казахстан, салем. Все, сейчас поедем и на дороге останемся там около каньона. Остановились на где-то в горах набрать воды. Вот Азат набирает. Сзади уже начинаются вот оранжевые насыпи. То есть означает, мы близко к каньону. Все, мы остановились где-то на трассе. Вот сзади меня где-то находится каньон. Нам надо будет перейти сейчас и топать туда, короче. Короче, табло говорит, что нам надо еще 2 километра пешком херачить, короче. В общем, остановились где-то в ущелье. Капец, здесь очень узкое ущелье. И с двух сторон скалы. Но, в принципе, это русло от какой-то реки. Сейчас вот поздно уже, не стали дальше идти, так как там еще уже, и уже палатку не разбить. Поэтому
Легли спать, сейчас покушаем. Жарище здесь, капец. В общем, если мы выживем, завтра будет еще видео. Если нет, то давайте. Так, доброе утро. Прикиньте, мы вчера вот ночью заночевали же. Сами не видели, где примерно. Знали, что вот в ущелье узкое. И вот сейчас смотрим. Видите. Кругом вот только скалы. Вот идем по ущелью. Очень узкая. Но тропа легкая. От начала тропы мы прошли уже 2,5 километра почти. И сейчас еще не знаю, сколько предстоит. Уже солнце стало. Следы втоптанные в грязь. Наверное, когда здесь пройдет дождь или весной, очень сложно подниматься. Видите, какие вот прям, наверное, вязнешь в ней. Мы уже почти дошли до каньонов. Уже видать их начальные очертания. Вот. Если сзади меня видать, то это уже большое зрелище. Каньон Конорчек — это нечто. Вид просто потрясающий. От трассы идем уже 6-й километр. Дорога в принципе легкая. Единственное, нужно... Здесь есть маршрут, который указан на карте Maps.me. Карта в офлайне работает. Билайн здесь не ловит, по крайней мере. И вот мы идем. Очень легко. И, по крайней мере, утром прохладно. Добрались до конца тропы. Вот уже сзади меня тупик. Идти некуда, только вверх. Сейчас попробуем подняться. Так вид здесь нереально красивый. Забрался на этот выступ, получается. Он назад стоит. Дальше каньон продолжается. Но здесь, например, если я спущусь сейчас, я, наверное, уже сюда не поднимусь. И туда тоже тяжко спускаться. Я вот здесь поднялся. И как дальше идти, даже не знаю. Тропа по карте здесь заканчивается уже. Там, где я стою, вид очень-очень-очень крутой.
Мы забрались на еще одну точку обзора. Здесь просто... Я вам лучше покажу. İspanyollar istemesin bunu. Наш путь, он лежал, вот получается, между этими скалами, горами, в ущелье. И представьте, вот отсюда смотришь, будто бы сплошная гора, и ни хера нету прохода. Но на самом деле он довольно легкий, и как змея и извивается прям. Идем назад, получается, по тому ущелью, которое вчера в темноте шли, получается. И красиво, очень классно. Уже встретили две группы туристов. Одна была Швейцария и Италия. Там были уже взрослые и пожилые люди. Вторая была молодежь с Франции. То есть уже утром 10 часов они все двигают туда. Мы же ночью приехали и утром все посмотрели. Все, мы спустились к нашей первоначальной точке. Вот и дорога. Сейчас вон река там течет. Мост железнодорожный. Здесь какое-то поселение. Машины туристов. Вид обалденный.